أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие мои братья и сестры. Эвел мы всегда первоначало должен восхвалять всемогущего Аллаха. Воистину мы благодарны рабы, поклоняемся Аллаху и просим помощь, спасения нашей души в этом мире и вечной жизни у Него. Сегодняшний день я поднимаю некоторые темы, которые я уже во всех своих разговорных речах доказывал фактами, что Азербайджанская республика на нашей территории Дагестана много беспределий создавали и создают, бесчинствуют. Это задевает честь, совесть нашего народа и всех лезгинеязычных народов Кавказа. Поэтому политика, то, что они создали, начиная с 1936 года до сегодняшнего дня, эта политика только создает преступления против всех народов Кавказа. Также это бесчинство неразумных людей против всех стран СНГ. Политика Азербайджана из себя показала, что это не политика, это преступная шайка во главе правительства у них. А настоящих людей, которые хотели лучший путь показать народу Азербайджана, их было изгнано и уничтожено за пределы Азербайджанской республики. В сегодняшний день многие политзаключенные сидят на территории Азербайджана, в Гобустанском тюрьме. Я помню, там один мой близкий друг был Даянат из Сумгаита. Он был чемпион мира по боксу. Я с ним в одном камере в одно время находились в ШИЗО. Его так они избивали, этого Даяната. Даже он ходить не смог, у него ноги были опухшие, оба ноги. Я не знаю, что этот брат Даянат жив осталось или нет до сих пор. Но ему давали пожизненный срок. Гайдар Алиев, так как этот Даянат служил в одно время ОМОНе у Рившан Джавадова. Так как он являлся чемпионом мира по всему миру, он первое место занимал по боксу, его они наказали. Почему? Потому что он был сторонник Рившан Джавадова. И поэтому он по жизни сидел. Этот человек очень трудно. Часто его избивали в ШИЗО, карцере. И он не смог ходить. У него ноги, оба ноги опухшие были. А потом они меня тоже в эту камеру бросили, избили много. Мы там месяцами были в этом камере. Бывали случаи, мы на бетоне спали, а стены грязные, шубы, клопы, тараканы. Все там было зараза. И свет не был в этом камере, в ШИЗО. Настолько у них издевается они, правительство Азербайджана, над всеми заключенными. У них нет условий никакие. В тюрьмах у них болезни,
страдания, вот это все. Поэтому у них нет времени обращать внимание на осужденных людей в Азербайджане. Постоянно из азербайджанских тюрьм выходят трупы. Ну, они даже сажают на иглы их там. У них там мафиозные системы в этих тюрьмах тоже. А как называется, у них уйти, что ли, как-то управляющие над всеми тюрьмами. Вот они бизнесы делают, наркота, там все зарабатывают, взяточная система там очень сильная, короче. Поэтому за деньги даже по заказу там они в тюрьмах их убивают. Даже люди, Бахтияр, там был какой-то, они называли его жудиком. Он тоже мне одно время писал: брат, меня скоро они убьют, короче. Бахтияр говорил, там многие со мной общались, Кулы, Отар, Юнус, Хикмет, там даже Ревшан, все многие меня уважали, общались, все говорили: ты наш брат, Асул, мы тебя поддерживаем, мы знаем, за что ты сидишь, за общие дела наших народов Азербайджана ты сидишь, страдаешь здесь, и за нас ты сидишь, страдаешь, и за ваши общие дела вашего народа ты страдаешь. Ну, меня поддерживают в Азербайджане все осужденные. Но были такие среди в тюрьме такие шакалы, которые их как-то называли козликами. И козлики, они шагали от начальника тюрьмы, всегда они искали подлости, гадости, и специально им давали ножи, там эти, когда какую-то хату меня бросали, им давали ножи, чтобы я там никого не убивал, короче. И всегда они же в этом было. А потом стучали двери, сразу все системы заходил, меня скрутили, опять сажали в карцере, короче. Очень варварский образ жизни создан в этих тюрьмах. Поэтому я хоть являлся гражданин Российской Федерации, я после суда даже требовал, меня отправили в Россию. Они не отдавали. Мы тебя не освободим, мы тебя здесь уничтожим. Мне открыто говорили, мы тебя в этих тюрьмах убьем, как всех лезгинов. Но мы тебя посадим до конца, когда останется мало времени, мы тебя убьем здесь, короче. Они мне вот так угрожали все время. Но хвала Аллаху, Аллах принял мою молитву до моего выхода. Гайдар Алиева убрали этого злодея, убрали, Аллах забрали его душу, короче, и освободили всех политзаключенных. Сегодня я являюсь как политзаключенный, бывший в азербайджанских тюрьмах. Я защищаю интерес пока своего лезгинского народа. Но я, как имам Лезгистана, я обязан защищать честь, совесть азербайджанского народа тоже, так как они живут на наших землях в Лезгистане. Поэтому я как имам, как духовное лицо, я всех народов в Азербайджане, Дагестане, Лезгистане, Армянистане, всех я хочу объединить, чтобы на Кавказе был мир, братство, и всегда посчитали друг друга. Нет на Кавказе у нас врагов, кроме правителей, которые дразнят, натравляют нас человек против человека. Вы это должны сами понимать в моих словах. Вы сами знаете, что было в Сумгаитском событии, что было в Карабахе. Понимаешь, это никому не нужен. Это весь мир принадлежит нам. Аллах нам такой огромный мир подстелил под ног наш, чтобы мы, род
человеческие, чтобы мы жили. Понимаешь, мы не должны делать гадости друг другу, как нам делают гадости правители, азербайджанское правительство или правительство Пашиняна, короче. Поэтому мы должны приходить к одному мнению, создать на Кавказе мир, процветание и братство, и дружбу всех народов. То, что политика Азербайджана, сегодня Азербайджан говорит, это наши земли. Завтра они создадут проблемы, 1000%, я уверен, создаст проценты грузинам, короче, скажет, это наша территория Грузии, короче. Как они сегодня говорят, Армения, это наша территория. Зачем вам это нужно? Вы же с собой в могилу не заберете это все. Почему вы создаете такие проблемы всем народам Кавказа? Понимаешь, я вот это все вижу, я это все извещиваю. Я вижу, здесь народ не виноват нигде, где бы ни был. Были люди, которые стояли, оружие в руках, защищали честь азербайджанского народа. Ревшан Джавадов, например, возьмем, ОМОНцы. Они даже воевали против гайдаровского режима. Всех уничтожили, его застрелили, похоронили, и всех посадили в тюрьму. У них в тюрьмах начал убивать этих ОМОНцев. Также вот люди Сурет Гусейнова тоже ненавидел эту политику Гайдара Алиева. Его коварный план ненавидел. Сегодня ночью этого Сурет Гусейнов объявляет сегодня главный министр Азербайджана, и утром его сажают в тюрьму. И такие гадости, такие подлости, понимаешь, это не по-людски делается. Эта власть, которая находился, если был бы справедливый, она не сделала бы гадость своему народу. И сколько людей в Азербайджане было убито, министера. Все по заказу Гайдара Алиева, Искандер Гамидова. И по заказу всех спецслужб, Министерства национальной безопасности, Намик Аббасов был такой служитель Гайдара. Они все в грехах были. Скольких министеров они в камерных режимах убивали. Я, находясь на 6-м этаже под следствием Министерства национальной безопасности, не был такого ночь, такой день, чтобы эти министера там не орали, не кричали. Они даже через окна говорили, нас убивает, передайте азербайджанскому народу, что нас здесь Гайдар убивает. Понимаешь, эти слова у меня все уже в голове зомбировано. Да, действительно, их всех убили. Кто виноват? Вот. Сегодняшний день такой же режим, даже весом по деньги не уступает народу. Такой же режим остался внутри в Азербайджанской республике. Мне лично жалко азербайджанский народ. Вас просто стравливает. Вам ведут такую политику, армяне наши враги. Ну ладно, сегодня армяне ваши враги. Завтра они скажут, лезгины ваши враги. Понимаешь? Потому что лезгины хотят Лезгистан. Лезгины и так, где живут все это Лезгистан, это их земли. Без вас они были и будут, и остаются они за лезгинами. Понимаешь? Вы ничего не сможете. Вы, если будешь переселять этот народ оттуда, придется воевать с вами в лоб. Но мы вам не дам против России тоже воевать. Потому что мы не хотим на нашем земле, чтобы вы создали смуту свою. Я вам один раз сказал, если вы хотите с Турцией создать в Кавказе войну, лучше объезжай лезгинский народ, как обходил Чингисхан его войска в свое время, когда не смог захватить Дербенский крепость, когда не смог покорить лезгинский народ. Он обратно ушел через Черное море, а потом пошел на Россию, на Украину, короче. Вот так же мы через свою территорию не пустим, даже НАТО мы не пустим, Америку мы не пустим.
Я знаю, что эти спецслужбы, которые сидят в Азербайджане, создают смуту, держат в капкане Ильхама Алиева. Они хотят такое же положение, чтобы кавказские народы в огне горели и создать в Кавказе сильную войну против России. Понимаешь? Поэтому мы не уступим, мы не любим войну, мы хотим мир. Мир мы хотим во всем Кавказе. Мы, народ лезгины, веками были за мир. Веками мы проповедовали религию Аллаха и призывали всех народов на Кавказе к миру. Начиная все народы, самый последний народ Кавказа, это ингуши, которые последние приняли религию Аллаха. Начиная с начала 7 века, как лезгинский народ принял ислам, религия, кончая уже 13 веков лезгины ввели свою идею на Кавказе. Никогда никакому народу лезгины войной не заставляли ислам принимать. Шейхи все проповедовали религию Аллаха. И многие народы стали на Кавказе с помощью нашего народа, наших шейхов, мусульманами, верующими, единобожниками. Поэтому сегодня Азербайджан себя представляя, мы мусульмане, бесчинствуют, используют мусульманский мир против армян, против грузин, против кавказских народов, мы такого шанса вам не дадим, мы не допустим. Мы знаем, я знаю, что мусульмане, я знаю, Турция не мусульманская республика, Азербайджан не мусульманский. Вы чуть чего говорите, мы советские, а потом говорят, мы мусульмане. Будь с одним лицом. Не надо два маску одевать, и то мы мусульмане, и то мы кафири, и то мы мусульмане, и то кафири, говорит, ходить. Живите достойно, как мужики. Понимаешь, от этого республики, которая постоянно закупает оружие в других странах, только мы можем ожидать подлости. Мы не доверяем Азербайджану, правительству. Но народ, если будет поддерживать и правительство Азербайджана, мы такого народу мы не будем уважать. Почему? Потому что вы не обязаны поддержать. У вас есть Коран, жизнь пророка, как он жил, как он общался, как он что говорил. Понимаешь, вы должны следовать не за Ильхам Алиевым, который бесчинствует везде. Вы должны следовать, если вы мусульмане, посмотреть пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Он для каждого мусульмана в сердце, он живой. Когда они делают ему, просят Аллаху салават. Понимаешь, этот пророк, он и во сне приходит. Он свое время поставил и завершил свою миссию и вернулся. Вы сегодня, азербайджанский народ, думает, что у Ильхама Алиева больше знаний, чем у пророка Мухаммада. Вы в заблуждение идете. У Ильхама Алиева нет знаний, он живет в мраке. Просто этот мрак вы не видите, я его вижу и открываю вам все секреты этого мрака. Куда шейтан скажет, шейтан, если сейчас позовет Америку, он побежит туда, как черт будет стоять, есть, я уже здесь. Что вам нужен? Они скажут, надо Россию подножку делать в этом деле. Он придет сделать подножку. А потом он побежит к Кремлю, скажет, мы с вами. Понимаешь, подлости. А потом побежит Украина, мы скажем, мы с вами. Понимаешь, это ни в какую рамку не ходит. Этим действиями позорит весь азербайджанский народ. Понимаешь, неужели вы не видите, не чувствуете? Это мрак. Сегодня он к Израилю бежит, завтра к Ирану бежит, послезавтра к Кремлю бежит. Везде свою гадость делает. И везде хочет со всеми хвалить, всех, понимаешь? И везде он участвует и еще в боевых действиях против мусульманских странах, понимаешь? И в Сирии. Недавно поехал в Сирию. Что они хотят?
чтобы азербайджанцы, которые находятся боевики в Сирии, они не боевики, они засланы спецслужбы азербайджанских республик. Они, как под ислам, они все находятся, потому что Министерство национальной безопасности Азербайджана находится духовный отдел, куда они по всему миру они посылают своих агентов, сотрудников. Они скажут, мы когда-то в Карабахе служили, а потом нас разжаловали, нас выгнали. Нет, их не разжаловали, их не выгнали. Они действительно служат. Они там, каждый, кто что делает, доносит до Азербайджана, и спецслужбы Азербайджана работает, как что делать, короче. Ну, Ильхам Алиев едет туда на переговоры, в Турции хочет, и Израиль хочет, давай мы будем Иран уничтожать. Но сирийские боевики не хотят. Сирии не хотят воевать против Ирана. Почему? Потому что они хотят сирийский народ опять в огонь бросать, использовать. Понимаешь, вот азербайджанские спецслужбы ведут такую борьбу внутри сирийского народа, на площадке Сирии. Давай Иран будем уничтожать, почему они армяне наших врагов поддерживают. Понимаешь, у них такие планы, бессовестные. Они не должны были, они должны прийти, сказать Сирии, братья, нельзя воевать, нельзя, зачем нам эту войну? Что вам нужен? Поддержка, мука, кушать, еду, на вам поддержка от нас. Они не делают. Они наоборот, где там что, бензин сверху наливает, еще больше пожар создает Азербайджанская республика, как они сейчас помогают Украину. Вместо того прийти, сказать, Владимир Владимирович, это славянские народы, вы славянские народы, между вами мир должен делать, вы должны успокоиться. Таким намерением у них такой жизни нету. Понимаешь, они, нет, Донбасс ихний, ДНР, это ихний. Понимаешь, конечно, задевает честь. Там же столько натовские войска со всего мира, все войска там. Против кого? Против российского народа, против нас. Воюют. Весь мир финансирует, воюют, используют. И еще плюс и Ильхам Алиев поддерживает таких же стран, которые хочет расширить свои границы. Ну, ему точно задание дал из азербайджанских натовских спецслужб, которые разведки сидят в Азербайджане. Иди, давай так говори, так делай, потому что нам придется с Кавказа тоже начать войну. Поэтому я считаю лично вот эта политика, которую ведут Ильхам Алиев, он как чучело, понимаешь, в огороде. Он не могут равновесие извешивать. Ему говорить, он туда смотрит и делает. Понимаешь, такой человек не должен находиться у власти народа. Народ должен делать переворот в стране, выбросить его, поставить достойного человека. Достойного человека должен. Я раньше не хотел поддержать Аяз Муталибов, но Аяз Муталибов я готов сейчас поддержать. Если будет в Азербайджане какие-то справедливые, честные люди, которые думают о своем народе, клянусь, я весь лезгинским народом их поддержу. И весь кавказские народы пойдут со мной поддержать. Понимаешь? Ну, я не знаю, кого поддержать. В Азербайджане нет такого. Сейчас я вижу вот эти все чиновники, все их мафиозные клановые системы, даже народу не дает развернуться, зарабатывать деньги в республике. Везде, короче, коррупционная система, взяточная система, кровь пьет из своего мирного народа. Понимаешь, вот эта политика задевает честь, совесть всех. Я это рассказываю для того, чтобы вы, азербайджанский народ, вы знаете, что я говорю правда, вы все равно поддерживаете бесчинство, которое совершает ваше правительство. Понимаешь? Я хоть знаю, многие со мной там соглашаются, многие понимают меня, что я говорю правильно.
Почему? Потому что я среди вас страдал в этих тюрьмах. 12 лет я находился в Габустане. Зимой открытые окна, мокрые, сырости, страдания, хлорки. Каких только мучений мне в этих тюрьмах азербайджанские спецслужбы. Доходили войска, 4 раза войска меня. Самый первый, когда заходит колонну, асу, 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 а потом начинали человек 100-200 дубинками меня били. Это даже азербайджанские, ребята, которые сидели, знали, за что они меня били. Не за что. Почему? Потому что мне говорили, ты враг нашего народа. Даже осудили после того, я находился в тюрьмах, они надо мной так издевались. Все время били дубинками. Войска заходят, меня бьют. Прокурор стоит над головой. Вур, 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 короче. И дубинками войска меня били. За что? Вот сегодня я, когда говорю открыто против вас, вам же больно. Но мне тоже же было больно, когда они издевались надо мной, били. Почему вы этого не понимаете? И сколько наших лезгинов, ребятов, они убили в этих камерах. Там Ширудин был, замначальник Габустанской тюрьмы. Он говорит, блин, что за человек этот имам, он живучий, говорит. Мы ему яд тоже бросали, еду, короче. Мы хотели его убить в тюрьме, а он, блин, до сих пор живой. Понимаешь, вот ваша система, что делаете. Ну, они даже говорят, мы яд давали этому имаму, и яд ему не подействовал. Хвала Аллаху Всемогущему. Но сегодня мне дал Аллах судить азербайджанское правительство, их все бесчинство, их мерзкий образ жизни, который они создали на этом площадке. Понимаешь, вот эта земля, которая сейчас живет, Азербайджан, она горит, горит. Я боюсь, скоро гнев Аллаха на вас как обрушится, вы все будете гореть в этом огне и оказываться в вечном аду за то, что вы поддержали такой власть, такое бесчинство вы поддерживали. Вы знаете, что в Азербайджане много разводит геев. Вам говорит, вы должны жить по европейским стандартам, по европейским гей-клубам, по европейским геи там свой президент хочет создать. Все хотят, но правительство им дает больше. Их не могут трогать, потому что сразу европейские страны наезжают на... И не будет наезжать, потому что они и же правительства сами такие все. Меджлиси, они все, им только этих геев интересно, они к женщинам не идут, потому что, как сказал Лот пророк, неужели вы вместе к женщинам будешь ходить к мужчинам, что ли? Они уже привыкли. Вот бессовестная республика, вот сегодня эта республика, если вы будете поддержать, считай, что гнев Аллаха на каждого человека, на каждую семью обрушится. Аллах знает ваши сердца и ваши мысли, что вы думаете, что вы говорите. Нельзя в Азербайджане, даже в тюрьмах, когда приходят молодые парни, сажают в тюрьму, сразу подглядывают задницу, как они ходят, какие у них задницы. Вот это бессовестный образ жизни. Даже когда ко мне попадались молодые парни, верующие, которые намаз делают, а эти геи, которые занимаются мужеловством, развод, они смотрят на этих. Это настолько испортились азербайджанский народ, понимаешь, который даже пропускает мимо ушей, вот это все мерзости, не принимает меру, понимаешь, против таких грязь, которая в стране. Это, не знаю, как вам это объяснить. Я смотрю сразу в книге Писания Аллаха, вижу во времена Лута, что сделал Аллах с Содомом, Гоморром, короче.
Вот почему вы это допускаете, эти грехи, обратно против Аллаха? А я же раб, я обязан вам это все предупредить, прежде чем на вас пойдут наказания моего Аллаха. Ну, для этого Аллах меня избрал, поставил имамом своего народа, чтобы я вам открывал глаза, чтобы вы вышли из мрака к свету своего Господа. Неужели вам нравится такой образ жизни, жить под когтями клятого дьявола? Поэтому, дорогие мои братья и сестры, если Аллах откроет ваши сердца, вы меня поймете. Если не откроете, вы все умрете, оставаясь в сердцах ваших мрак, а не свет Аллаха. Поэтому я вас призываю сегодня, пока не поздно, не поддержите власть злодеев. Политика Азербайджана это разжигает во всем Кавказе войну. Сегодня говорят, у нас в Дагестане евреи все переселится, будет жить. Нет, не будет, еврей же не дурак. Вы там много вопросов пишите в комментариях. Евреи не придут в Дербент никогда. Евреи Кавказ тоже не придут никогда. Понимаешь? Если вы знали бы, что Аллах предопределил впереди, и что ожидается во имя Аллаха, понимаешь, во всем мире. Сегодня у вас нет места, где прятаться. Понимаешь, сегодня вы даже не сможете прятаться, даже под тем деревом даже вы не сможете спрятаться. У вас нет места, потому что вас преследуют ваши грехи, что вы совершали против Аллаха. Вы думаете, что у еврейского народа нет грехи, что ли? Я лично Авраамом, Ибрахим Халилуллахом встречался. Мне голос говорил, что это Ибрахим у тебя с правой стороны. Все пророки были там. Я поздоровался, этой рукой поздоровался Ибрахим Халилуллахом и принял меня. Поэтому то, что евреи совершают, проценты во всем мире, деньги, проценты, банки, системы, это все зло против Господа. Все, и за это скоро должен поднять моря ангел одной крылой, как поднимет волны и сметет весь Америку, европейские страны, уничтожит все это. Неужели вы шутите, не знаете гнев Аллаха, с какой стороны на вас упадет? Почему вы такие гордые, стойкие, бесчинствующие против Аллаха? Неужели вы не знаете, что Господь для вас приготовил, что впереди даже вы сами не знаете? Поэтому я говорю, Азербайджан, республика, от вас даже один крик останется скоро. Один крик для вас, от вас останется. Вы не думаете, со всех сторон вас проглотит эта земля, в которой вы стоите. Почему вы не понимаете, что гнев Аллаха могут и Каспийское море на голову вашу обрушить, и вы оттуда ни один живой не уйдет. И землетрясения могут проглотить вас туда, в вечный ад. Почему вы не понимаете? Вы же видели, что сделал Аллах. Вы боитесь, что ваше бесчинство, думаете, останется против Аллаха? Не останется. Вы сегодня дали на территории лезгинского земли своих муллы, мулла, имамы в каждых мечетях. Позорище. Все имамы, которые назначены на моем земле, как я имам главный, я их никого не признаю. Почему? Потому что они
только мрак двигает. Они шагают от Азербайджана. Все имамы – это грешники. Кто дал им право делать никах? Если человек намаз не делает, муж молодые, имам не имеет права для них делать никахи. Это взяточные крахоборы, представляя их имамами, грабить мирный народ. Вы еще тупик хочешь загнать народ наш. Делать беспонтовые никахи, обманывая народ. Я сделал никах. Какой никах, если намаз не делает, не поклоняется, не придерживается 5 столпов ислама, никогда этому человеку никах не идет. Хоть он мужчина, женщина, идет. Даже они, скажете вы, они уже муж, жена, их дети все незаконные. Неужели вы вместо Аллаха отвечаете им, все, никах сделал, свидетели есть. Прежде чем никах делать, обязательства должен вы принимать. Вы придерживаете религии ислам. Если они не придерживаетесь, вы не имеете права им делать никахи. Почему вы обманываете людей в деревнях, везде, говоря, все они уже муж и жена. Поэтому вы ведете мрак. Вы хотите покрывалом покрыть ислам своим мраком, но у вас этого не получится. Аллах сам охраняет свою религию. Вы говорите людям, все, можно никах делать. А кто дал вам право по шариату делать никахи, если муж, девушка или мальчик, если они намаз не делают, им никакой никах не идет? Почему вы выдвигаете интерес Министерства национальной безопасности Азербайджана на нашей земле? Поэтому вы, лжецы, вы там лаете многие против меня, настроили вас спецслужбы Азербайджана, вы против меня говорите, но вы в каждом деревне, кто есть, вы кому там никахи делал, вы там кому там что говорили, на прекрасный день вы будете стоять перед судом народа, вы будете осуждены, и вы получите приговор за каждую семью, которая развелись, за каждую семью, которую вы обманным путем поженили, за каждого человека, который вы создали им такое условие, через месяц они развелись. За что они развелись? Потому что вы, как верующие, вы обязаны были начало у них требовать 5 столпов ислама. А вы у них не требуете ради деньги, чтобы взятку взять, сразу им делать никахи. Также идете на похороны, везде читает за деньги, читает Кораны, бессовестные. Почему вы так поступаете? Где вы видели за деньги читать там Ясин или какие-то это? Если вы делаете благое дело, это вы для себя делаете. Зачем вы в последний момент еще грабите тех людей, у кого и так горе, и так у них умерли, и так они в долгах где-то у кого-то долги взял, чтобы похоронить свою покойную. Пока деньги не даст, вы даже не приходите, бессовестные. Ничего, время придет, с вами мы по шариату поступим. Ни 1 копейк, который вы заработали грязным путем, не исчезнете. Это все вы обратно получите перед Аллахом. Аллах справедливый и решительный. И мы, благодарные рабы, должны взять справедливость от Аллаха и решительный образ жизни, решать все вопросы во имя Аллаха. Да поможет нам Аллах во всех праведных делах. Я желаю вам всего наилучшего, мои братья и сестры. Пусть будет в ваших сердцах свет всемогущего Аллаха. Пусть будет в ваших домах ангелы, малайки, хурмат, давлят, баракет. Дай Аллах, чтобы вы знали,
свою правоту, которая на земле обязанность перед Аллахом, чтобы отдать долги в этом жизни. Не забывайте единобожие, которое вы держитесь крепче за единого Аллаха. Это называется единобожие. Во всех делах, что бы ни делал, даже яблоки будете собирать, кушать будете, ходить будете, все должен вы делать во имя Аллаха. Даже считай, что грудь вы будете детей кормить, именем Аллаха вы должен делать. Даже к дозволенной жене пойдешь во имя Аллаха, чтобы получить благодарных детей, род, должен во имя Аллаха приближаться. Без имени Аллаха кто что делает, это все входит. Шайтан побеждает здесь. Даже кусок хлеба, который вы в рот положите без бисмилля, считай, что вы там черта дьявола кормите. Аллах вам послал послание, книга. Начинается все именем Аллаха. Все верующие обязаны учить своим родным, близким. Все имамы обязаны призывать, чтобы народ служил Аллаху во всех праведных делах. Что бы ни делал, именем всемогущего, все знающего Аллаха, вы обязаны это делать. Пусть будет мир, благословение у вас во всех домах. Да поможет нам всемогущий, все знающий Аллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.